Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Национальный проект «Продолжительная активная жизнь» помогает россиянам держать свое здоровье под контролем. Этому способствует развитие системы регулярной диспансеризации. По данным Минздрава страны, около 70% граждан, прошедших профилактические обследования, имеют как минимум один фактор риска развития неинфекционных заболеваний. О значимости прохождения своевременной диспансеризации мы сегодня поговорим. Гостья у нас в студии Саргалана Алиханова, врач-методист Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Саргалана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще раз напомним нашим зрителям, нашим жителям республики, все же, что такое диспансеризация, что она под собой подразумевает, что включает. Диспансеризация – это бесплатный комплекс мероприятий, направленный на оценку состояния здоровья человека. Туда включается оценка здоровья, определение факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, определение групп здоровья, и проводится среди взрослого населения с 18 до 39 лет это раз в 3 года и 40 лет ежегодно, то есть для определенных групп взрослого населения. Направлена диспансеризация для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, и также выявляются факторы риска их развития. Ну, то есть это такая бесплатная возможность в первоначальном этапе определить какие-то риски, какие-то возможные отклонения, чтобы уже после диспансеризации врачи, возможно, маршрутизировали пациента к каким-то более узким специалистам. Да, совершенно верно. Про исследования хочу поговорить, которые регулярно пополняются, расширяются. Список исследований в диспансеризации сегодня значительно отличается от того, что было несколько лет назад, когда только она началась. Вот на сегодняшнюю дату что можно проверить в рамках диспансеризации? Да, действительно расширяется постоянно спектр анализов, и как раз все зависит, вот этот объем зависит от возраста. С 18 лет проводится анкетирование, анализ крови на сахар, холестерина, флюорография, с 35 лет это электрокардиография, и с 40 лет начинаются уже основные скрининги. Это на выявление хронических неинфекционных заболеваний, такие как болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, сахарный диабет и злокачественные новообразования, такие как рак молочной железы, рак кожи, рак кишечника, рак желудка. И получается, с прошлого года появился еще один, в рамках диспансеризации еще один скрининг на гепатит С. Проводится, да, очень важный. Проводится с 25 лет раз в 10 лет гражданам всей России, нашей республики в том числе. И с этого года появились еще 2 анализа в рамках диспансеризации совершенно бесплатно. Это скрининг на холестерин, то есть более широкий. Выясняется липидный профиль, это липопротеиды низкой и очень низкой плотности. Это такие тяжелые жиры, которые циркулируют в крови. И, соответственно, вот эти анализы проводятся также с 18 до 40 лет. Благодаря этим анализам, соответственно, можно выявить такое заболевание сосудов, как атеросклероз. Ну, тоже на ранних стадиях, потому что это же болезнь такая, которая приходит, что называется, с возрастом. Да, ну, с гепатитом, верно. да, это очень своевременная мера, я считаю, вы же не зря называете химиоубийцей, тем более гепатит С. Да, очень долго может себя не проявлять ни в какой форме. Вот мы поговорили кратко о том, какие заболевания, собственно, можно диагностировать, выявить в рамках диспансеризации. И вот если говорить конкретно, что чаще всего обнаруживают у пациентов именно благодаря диспансеризации? Диспансеризация позволяет выявить такие часто распространенные хронические заболевания, как болезни системы кровообращения, такие как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, болезни органов пищеварения, это гастриты, хронические заболевания кишечника, также злокачественные новообразования, на ранних стадиях выявления рак молочной железы, рак шейки матки, рак желудка, кишечника. Ну, вот это самые такие распространенные заболевания.
Ну, в общем части это все неинфекционные Да, заболевания. Правильно? хронические неинфекционные Хронические, да. заболевания. Как вести себя пациенту, как вести себя врачу? Ну, я думаю, врач знает, как себя вести, который проводит диспансеризацию. Наверное, все-таки какие-то точки маршрута, точки опоры для пациентов. Что вот делать, если какие-то из тех заболеваний, о которых мы сейчас поговорили, были обнаружены в рамках диспансеризации? Если обнаруживаются данные заболевания, то, соответственно, пациента отправляют на дальнейшее обследование и лечение. Вот благодаря диспансеризации, благодаря раннему выявлению, лечение будет наиболее эффективно, и, соответственно, можно избежать осложнений. И вот как раз вот в рамках национального проекта, глобального национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», этот проект запустился в России с прошлого года и содержит много других подпроектов Ну, это региональных. на базе нацпроекта здравоохранения. Он сейчас трансформировался немножко, продолжительная активная жизнь, и включает в себя очень много разных. Да. И вот как раз вот в рамках этого проекта проводится трансформация центров здоровья. Проект называется, еще вот, который входит в продолжительную активную жизнь, называется «Здоровье для каждого», сокращенно ЗДК. И вот в рамках этого проекта произошла трансформация центров здоровья в нашей республике. И, соответственно, в наших, получается, центрах здоровья можно пройти углубленное профилактическое консультирование, выявить и скорректировать факторы риска развития вот этих вот как раз хронических неинфекционных заболеваний, тем самым предотвратить появление, либо уменьшить осложнения и назначить лечение вовремя. Светлана Николаевна, я хочу вот вернуться к предыдущему вопросу. Врач, что называется, самостоятельно назначает дальнейшие, собственно, процедуры по лечению и сопровождению медицинскому пациента, если у него что-то выявляется в рамках диспансеризации. Да. То есть никак никуда ногами пациенту не нужно никуда гражданам ходить. Все это в каком-то проактивном режиме, пропуская там терапевтов, сразу уже, вот, допустим, гепатологам, кардиологам и так далее. Правильно? Да, врач, специалист отделения профилактики, он, соответственно, записывает на дальнейшее обследование, если выявляется какое-либо хроническое неинфекционное заболевание, в особенности, если подозрение на злокачественное новообразование. Стоит ли ежегодно посещать диспансеризацию? Вот Да. СМС-ки приходят Да. регулярно всем, я думаю, жителям республики. Приходите на диспансеризацию, звонят, многие отказываются. Вот были год назад. Стоит ли за год что-то может поменяться? Обязательно стоит посещать диспансеризацию ежегодно. Это важный процесс, важное мероприятие для человека, поскольку заболевания протекают совершенно бессимптомно, и обращаться нужно независимо от того, если даже ничего не беспокоит. Все равно нужно проходить диспансеризацию, поскольку диспансеризация позволяет выявить заболевания, такие вот как раз, как я уже сказала, это злокачественные новообразования, потому что на ранних стадиях никаких проявлений может и не быть вообще. Поэтому именно диспансеризация позволяет выявить эти заболевания на ранних стадиях, когда еще нет симптомов. Светлана Николаевна, главный вопрос, наверное, который мы с вами упустили. Как записаться? Записаться можно несколькими способами. Это, соответственно, через колл-центр Минздрава Республики 122, а также через госуслуги. Значит, те, которые записываются через госуслуги, появилась новая возможность ускорить процесс прохождения диспансеризации, это дистанционно пройти анкетирование. То есть в домашней спокойной обстановке через приложение госуслуги можно ответить на вопросы, анкеты по диспансеризации. Это очень важно, потому что благодаря этой анкете выявляются факторы риска развития вот этих хронических неинфекционных заболеваний. Это мы отчасти работу врачу, специалистам центра облегчаем, да, даем какую-то первичную картину. И для пациента это тоже хорошо, потому что сокращается время, и он приходит уже на обследование непосредственно и не теряет время на заполнение. рассказы врача, да,
и Да. заполнение бумаг. Светлана Николаевна, но, насколько я понимаю, с тем, как Министерство здравоохранения и все сервисы здравоохранения заходят в мессенджер Макс активно, я подозреваю, что вполне возможно в ближайшее время записаться можно будет или через наш отечественный мессенджер. Потому что больничный там уже можно закрыть, я сам пробовал недавно. В заключение еще спрошу, можно ли какие-то дополнительные исследования запросить у специалистов, у врачей, если кажется, хочется перебдеть, что называется, о своем здоровье? Проводится обследование также вне рамок диспансеризации, да, совершенно верно. Если врач заподозрит какие-то, выявит какие-то проявления хронических неинфекционных заболеваний, то, соответственно, вне рамок диспансеризации на втором этапе гражданин может пройти исследование у других специалистов. Ну и самостоятельно какие-то, я думаю, врачу сообщить данные о своем самочувствии, о наследственных заболеваниях, чтобы врач мог как-то подозрениях, чтобы врач мог как-то скорректировать курс, специалисты скорректировать курс дальнейшего обследования, возможно, даже лечения. Светлана Николаевна, я вначале сказал о том, что в России порядка 70% граждан уже охвачены диспансеризационными мероприятиями. Очень хочется, чтобы число достигло сотни, что называется. Действительно ситуация, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. И Да. что больше граждан, чем больше граждан у нас пройдут Да, я тоже диспансеризацию, согласна. тем больше граждан, я думаю, будут у нас здоровыми, что называется, счастливыми. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, Спасибо ответили на наши вам. вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.